Во время ночной молитвы он был без движения. И когда он, саллаллаху алейхи вассалям, не мог двигаться, это было так, как будто 10 вместе взятых мужчин не могли двигаться. Не подобно вам или подобно мне. Я не знаю насчет вас, но когда я падаю от болезни, я думаю, что я не смогу двигаться. Вероятно, я бы смог двигаться. Он не мог двигаться, и он терял сознание. Он пробуждался на мгновение, и первой вещью, что он говорил, было: есть ли люди, выполняющие молитву? Совершают ли они свои молитвы? Айша, да будет доволен ее Аллах, наша мать, в присутствии которой он умер, она говорила: нет, о посланник Аллаха, они все еще ожидают тебя. Они все еще не теряли надежды. Затем он, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: принесите мне большой сосуд с водой, свежей холодной воды. Вода вошла в него, и он освежился. Он вышел и искупался. Получив некоторую бодрость, он встал, чтобы пойти в мечеть. И он, саллаллаху алейхи вассалям, упал и снова потерял сознание. Он пришел в себя позже. И первой вещью, что он говорил, было: он пытается снова, умывается, пытается снова встать, и он не может. Вновь падает трижды. Наконец он назначает Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, чтобы он возглавил ночную молитву. И Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, возглавляют молитву Иша в ночь четверга, утреннюю молитву понедельника и 3 дня между. Как сказали ученые, 17 молитв были возглавлены Абу Бакром, да будет доволен им Аллах, в присутствии посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И это значит, что большинство из тех, кто думает и размышляет, утро понедельника во время утренней молитвы Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, был имамом всех верующих. Внезапно занавес приоткрылся. Из личной комнаты Айши, да будет доволен ее Аллах, и дверь открывалась прямо в направлении мечети. И в первых рядах мечети занавеска приоткрылась, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, стоял в дверях. Видя, как Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, возглавляет его умму в молитве, последнее, что в этом мире увидел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, было то, что его умма совершала молитву. Его умма была объединена в молитве.
Это было последним, что он видел в его умме. Он был настолько ликующим, настолько счастливым. От радости пророк, саллаллаху алейхи вассалям, теперь исцелился, подумали они. Он пришел возглавить нас снова. Нет, он не мог. Когда он посмотрел на них, он заулыбался. Он заулыбался, а затем он опустил занавес. И вернулся назад. Пока не настало время аль-духа, его постоянно прекрасная дочь Фатима пришла к нему. Он подозвал ее и прошептал ей несколько слов на ухо, и она заплакала. Он подзывал ее снова и пришептывал ей несколько слов в ее благородное ухо, и она улыбалась. Позже она сказала, что первые несколько слов, которые он, саллаллаху алейхи вассалям, прошептал мне на ухо, были «Я умираю». Она заплакала. Следующими словами, что он прошептал ей в ухо, были: «Ты будешь первой из моей семьи, которая присоединится ко мне». Она заулыбалась. И да, 6 месяцев спустя она присоединилась к нему. Наконец, в самые последние секунды или минуты, Абдур-Рахман ибн Аби Бакр, да будет доволен им Аллах, вошел в личную комнату посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и он лежал на руках Айши, да будет доволен ею Аллах, напротив ее благородной груди. И Абдур-Рахман, да будет доволен им Аллах, принес с собой мисвак. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Айше, да будет доволен ее Аллах, который читал глазами ее головы, ее глаза, ее сердце, читало каждое движение, внешнее и внутреннее, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это было очевидным. Она сказала: «Я поняла, как он посмотрел на Абдур-Рахмана, да будет доволен им Аллах, что он захотел сивак. В этот момент, о посланник Аллаха, в этот момент она сказала, я спросила у него: не хочешь ли ты сивак, о посланник Аллаха? Он покивал головой и сказал: да. Она взяла его для него, а затем она уже больше никогда не забывала, что это было одной из ее особых привилегий с посланником Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Моя слюна смешалась с его в момент его смерти, ибо она сказала ему: не жесткий ли сивак для него? Могу ли я размягчить его для тебя? Он покивал головой и сказал: да. Она взяла его сивак в свои благородные сладкие уста и размягчила его. Размягчила его и отдала ему. И он, саллаллаху алейхи вассалям, взял его в свои уста. Сразу после этого
Он поднял свою голову, свои глаза. И сказал, двигая своими сладкими губами: и Аиша, да будет доволен ею Аллах, говорит, что он, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: اللهم اغفر لي وارحمني اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. Вместе с теми, кого ты осенил своей милостью, вместе с пророками, правдивыми павшими мучениками и праведниками. О Аллах, прости меня и смилуйся надо мной. О Аллах, Ты мой Всевышний спутник. О Аллах, Ты мой Всевышний спутник. О Аллах, Ты мой Всевышний спутник. Пусть Аллах дарует свою милость тебе, о посланник Аллаха. Пусть Аллах дарует свою милость тебе, о посланник Аллаха. Молитва, мои братья и сестры. أكثروا من ذكر هازم اللذات. Вспоминайте почаще о разрушительнице наслаждений, сказал он, саллаллаху алейхи вассалям, нам. Вспоминайте почаще о смерти, мои дорогие братья и сестры. Это даст вам больше жизни. Умрите, прежде чем вы умрете, как он, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, для тех, кто понимает этот язык. И да, мы развиваемся, мы меняемся, мы созреваем. Их уровень был приближенные, праведные, соискатели убежища, любви Аллаха и Его посланника. Умрите, прежде чем вы умрете. Умрите вдали от нафса, от желания нафса, от страсти нафса. Последними словами возлюбленного всего человечества были слова «молитва, молитва, молитва».